Сегодня прекрасный вечер, мы все собрались здесь, это клуб «Гиппократ», он уже 24 года у нас, вот. Мы очень рады в последнее время, вот Дана Юсуфовна у нас возглавляет этот клуб, значит, да, было у нее недавно день рождения, вот мы тоже такой сувенирчик своеобразный приготовили, очень мы вам благодарны. На чашу весов, как положить, Дана Юсуфовна, ваше вот это вот душевное, сердечное, что вы вкладываете вот в этих студентов, им разъясняете по повышению квалификации, по увеличению категории, да, это, конечно, очень дорого стоит, вот, может быть, мы не всегда есть возможность это сказать, мы вам очень благодарны, очень признательны, с прошедшим вас днем рождения, и даже, может быть, как там у военных, с дрожью в коленках, с металлом в голосе, за здоровье Даны Юсуфовны, троекратное «Ура! Ура! Ура!» У нас сегодня вот Рим Шарифовна тоже, вот, значит, такая уважаемая, очень признанная в татарском мире, во врачебном мире, вот тоже вот они скажут пару слов. У нас сегодня иглотерапия, уникальный специалист вот Москвы, которого все знают. Вы к нему на прием не попадете, а здесь можно спокойно поговорить, да? Он даже коронавирус лечит, кстати, иголками на начальной стадии, да? Вот, поэтому у нас сегодня начинающие врачи. Вот мы очень верим в вас, что вы в Москве добьетесь карьерного роста, уважения, признания в обществе, да? Значит, на работу на час раньше будете приходить, стараться будете, и поэтому мы будем потом вами гордиться, а вы, в свою очередь, будете помогать новым, юным нашим студентам, татарам, башкирам, которые живут в Москве. Вот. Рустам Карамович, врач-терапевт, работаю Шлим Москве, Узем Татарстаннан, Баулы района, Бугульмада Шлияни. Уникальный специалист. Да. Исәнмесез, минем исемем Динара. Я из города Саратов, ординатор первого года РУДН, анестезиолог-реаниматолог. Всем привет, меня исемем Резиде, мин Челябеден. Я сейчас учусь в РУДН, я ординатор-эндокринолог. Представитель штаба татар, руководитель, офицер запаса. Просто интересно просто поучаствовать в мероприятии. Спасибо всем. Альберта. Солнцес, мен Лилия Рустамовна, мен Башкортостаннан, Балташ районынан. Башкортостанда Уфада оқып бітірдім, медицинский университетіне бір ел. Терапевт болып участокта жашадым һәм Сечин университетына эндокринологияга бойынша ординаторға кірдім. Һәм әлі мен второго года ординатор, получается, Сечин университетінің. Да. Исәнмесез, мен Зульфия Хаким, мен тоже қонақмын, біз Сочидан. Сочида біздің автономияға тоже 26 ел, біз бигрәк честно дружим, учимся у штаба татар Москвы работать, и вот этот клуб «Гиппократ» у себя тоже планируем создавать, поэтому будете гостями Сочи, пожалуйста, приезжайте, всегда будем рады, у нас автономия, 2 филиала в Адлере или в Сочи. Кому будет интересно, можно поменяться контактами. Спасибо. Добрый вечер, меня зовут Руслан Анварович, я кардиохирург Института имени Бакулева. Здравствуйте, меня зовут Анас. Я закончил ординатуру по кардиологии полгода назад. Сейчас в Институте Бакулева прохожу дополнительное образование по рентгеноваскулярной диагностике и лечению. Сам из Томска, планирую в Москве оставаться. Здравствуйте всем, Руслан. Я из Тымазов, учусь во втором меди на педфаке, 3-й курс. Тердекиш, меня зовут Эльвира, я являюсь врачом-ординатором 2-го года, маньяки, дерматовенеролог. Также я учусь сейчас еще дополнительно на врача-косметолога, закончила 2-й мед из Москвы. Тердекиш, исемем Булат, өзім Яршал шәһәреннән булам, Мәскәүдә 2-нче медта Арнему Пироговада оқыйм, 3-нче курс, лечфак. Меня зовут Сабина, я учусь в 3-м меди на 1-м курсе стоматологическом факультете. Я из Пензы. Менің исемім Марсель, мен Башкортостанда тудым, в общем, с Башкирии, учусь на 3-м курсе экономического факультета. Здравствуйте, меня зовут Тимур, я студент 1-го меда на 4-м курсе, сам Саратовской области, лечфак. Здравствуйте, меня зовут Лиза, я студентка МГМСУ имени Евдокимова, учусь на 3-м курсе в лечебный факультет. Я Валерия из Узбекистана, сейчас живу в Москве, учусь на 3-м курсе лечебного факультета в МГМСУ имени Евдокимова. Всем здравствуйте, меня зовут Регина, я из Уфы, учусь на 4-м курсе 1-го медицинского.
Меня зовут Алия, я тоже из Уфы, учусь на 4-м курсе Сеченовского университета. Хайрлы кишләр, минем исемем Динә, мин үзем Казаннан булам. Хәзер 5нче курста, 1нче медта укыйм. Әлегә 3 ел Казанда укып чыктым, хәзер инде Мәскәүгә күчтем. Офтальмология белән кызыксынам. Третий медицинский стоматологический факультет. Чем занимаюсь? Ну, с недавних пор я работала в ковиде, но сейчас я начинаю в сферу стоматологии переходить, ассистент стоматолога. Здравствуйте, меня зовут Морис. Моя компания занимается продажей медоборудования, также монтажом медгазов и оснащением операционных. Я из Казани. Здравствуйте, меня зовут Рустам. Я, конечно, не врач, я юрист-адвокат, но член штаба уже лет, наверное, 7. Поэтому пригласили в гости тоже здесь вот с друзьями приехали. Хайрлы кишләр, исемем Ринат. Тумышым Казахстан, аннан соң күп еллар Түркменстанда яшадым. 2005 елдан бері Мәскәүдә. Табибларга бирдә катнашым юк, әмма дә ләкин сезнең арагызда булырга бик шатмын. Рәхмәт. Зовут Рафаэль Галеев, сам с Уфы, заканчивал медицинский университет, стоматфакультет. В прошлом работал, получается, стоматологом, сменил профессию, сейчас финансовый советник. Меня зовут Лейсан, я из Башкирии, работаю врачом, анестезиологом, реаниматологом здесь, в Москве, вот уже почти 3 года. Добрый вечер, меня зовут Камилла, я окончила Казанский медицинский университет по специальности педиатрия, в Москве я окончила ординатуру по физиотерапии, сейчас я работаю рефлексотерапевтом после первички в РУДН. Хотела спросить студентов медицинских институтов, вузов. Скажите, пожалуйста, вот вас направили родители или сами решили? Вот кого направили родители, по стопам родителей, кто пошел? Прям поднимите руки. В эту специальность. Да, в эту специальность. То есть осознанно пришли в профессию, молодцы. В медицину я могла бы пойти, когда моя мама мечтала, чтобы я стала врачом, потому что она всю жизнь мечтала быть врачом сама, фельдшер-акушер она была в свое время, уже мархуминда. Вот. Мой папа хотел, чтобы я стала педагогом, но в подростковом возрасте, да, когда мы все против родительских желаний, да, я выбрала совершенно другое направление. У меня образование инженерное, второе у меня экономическое образование, но на сегодняшний момент я представляю бренд Siberian Wellness. Это комплементарная медицина, это на продукции алтайские травы. Может быть, слышали эту компанию, которая 25 лет занимается именно профилактикой лечения заболеваний с помощью продукции натуральной, да, на основе трав. Это здоровье, красота и активное долголетие. Вот. И, конечно же, я сейчас хотела бы среди вас найти единомышленников в каком плане. Людям нужно говорить не только о болезни, да, нужно говорить о профилактике. И если будет желание развивать свои навыки говорильни, да, то есть мне нужны люди, которые будут со мной вместе проводить вебинары. Поэтому, если будет желание, ко мне обращайтесь, пожалуйста. Добрый вечер, меня зовут Анвар, как уже вот мой брат и мой родственник уже представился. Мы компаньоны, у нас свой медицинский центр, уже несколько медицинских точек уже есть, поэтому вы к нам обращайтесь, будем рады вас тоже видеть по любым вопросам. Вот я сам из Казани. Меня зовут Лейла, я эксперт по маркетингу в медицине, соответственно, запускаю клиники, медцентры, раскручиваю, продвигаю, ну и так и частных врачей тоже, так что кому-то могу быть полезно. Я здесь первый раз, очень интересные люди здесь собрались, интересная обстановка, мне здесь очень нравится, надеюсь, что не последний. Вот этот цвет окон Рустема Фаизовича Ямалеева, он привлекает сюда все татарские души. Меня мусульман нуры балкып тора бу йортта. Мусульман нуры һәрбер бездә булырга тиеш. Без монда нигә бергәләшеп җыелышабыз? Чөнки үзебезнең мусульманлык, татарлыгыбызны саклап калырга. Знаете, сегодня очень много новых участников нашего клуба, и это очень хорошо, да? Поэтому немножко опять все более подробно придется рассказать. Но есть даже такое вот мнение. Даже нация где-то там утеряла язык, где-то там, историю или литературу свою плохо, может быть, знает, но генетические качества нации, они остаются. Так вот, генетически татарскому народу всегда было присуще трудолюбие, порядочность, обязательность, да?
диккатлек, ильтифатлык говорим. Значит, ихтирам белән һәрбер кешегә мөрәҗәгать итеп. Вот все эти качества как раз и должны быть присущи прежде всего врачу. И я как-то приводила пример, что исследования показывают, что для каждой отдельной нации, оказывается, есть определенная тропность. Люди определенной нации чаще всего выбирают определенную профессию. Кто-то знаменитые обувщики, кто-то банкиры, а вот мы с вами, оказывается, врачи, учителя, нефтяники, офицеры. Татары, говорит, всегда были в самых теплых местах. У горячей домны, да, ракеты запускали. У меня племянник, подполковник военно-космических сил. Где жарко, где тепло, да. Вот такое тепло всегда было присуще татарам. И никогда татары никого не подводили. Вот я хочу сказать смысл, концепция нашего клуба. И это, конечно, это просто даже человеческое общение, и то уже согревает. Идешь вот к доктору, как к родственнику, как к своему брату, идешь. Значит, в любом месте, даже новости услышишь. Ого, там, значит, татарин прививку придумал. Но его замалчивают, слушайте. Ну, потому что он татарин. А вообще-то, сколько ими уже сделано. Так, вот отец Анаса сделал уникальную операцию. Кто смотрел вот это, значит, торжественное мероприятие награждения врачей? Как называется это звание? Врач года, да? Врач года Малышева вручала. Это профессору Тахау, вот отцу нашего Анаса. И знаете, такая гордость переполняет, что это наш человек. Представляете? И также печально, если вдруг слышим, что кто-то с татарской фамилией или с мусульманской фамилией где-то что-то напортачил. Вот прям переживание. Вот так. Вот, понимаете, поэтому вот свет этого очага, который нас сюда собирает, это просто всего прежде элементарное человеческое общение. Но вот каждый выступая, друзья, не стесняйтесь. Как раз надо рассказывать о том, кто чем кому может быть полезен. И мы тут уже, ну, я с удовольствием могу сказать, значит, Алсу из нашего клуба, она сегодня ординатор моей кафедры. Да. Да. Ну, пришлось немножко подтолкнуть, вот, но во всяком случае. Значит, друзья, вот здесь очень много сегодня присутствует нашей молодежи, наших студентов. Я не хочу делать целую лекцию, целый доклад, абсолютно. Однажды на одном из заседаний я рассказывала, как заранее подготовиться к тому, чтобы потом благополучно поступить в ординатуру. Это и стаж должен быть, это и научные работы опубликованные должны быть, и подготовиться к сдаче вот этой аккредитации. То есть заранее, пожалуйста, заранее уже выбирайте себе, намечайте. И буквально телеграфным стилем именно в таком плане, чем мы можем вас поддержать. Друзья, все, что касается образования, значит, ну, без хлопот получения сертификатов специалиста, у кого что просрочено, посмотрите. Консультируем, полностью сопровождаем на присвоение категорий и по всей номенклатуре врачебных и сестринских специальностей. Кто занимается бизнесом, помогаем получить лицензирование. Пожалуйста. Да, да. Пожалуйста, значит, мне даже неудобно рассказывать список моих титулов, друзья. Это 5 институтов за плечами, в том числе магистр юриспруденции. Ну, доктор медицинских наук, все об этом знают. Ну, профессор, ну, академик Российской академии естественных наук, член Союза журналистов России. Вот художественные книги я тоже пишу, рассказы пишу. Заслуженный врач Российской Федерации, изобретатель СССР, депутат Государственной Думы второго созыва, историческая личность. Это центральный список партии, 4-е после самого Черномырдина по рейтингу. Ну, в общем, можно продолжать. И просто хорошая женщина. Раз в карьеру врача мы берем во внимание, существуют разные карьеры. Есть карьера устойчивая врача. Что значит устойчивая карьера врача? Это врач, который, начиная
именно по своей профессии, получив уже диплом, начинает потихонечку повышать свою квалификацию. Вот товарищ повышает по иглорефлекстерапии. Я, например, про себя просто скажу, я была терапевтом. Потом мне дали повышение квалификации по кардиологии. В конечном итоге, после того, когда я закончила уже ординатуру, соответственно, нас с мужем начали готовить как кадровые компенсамы и переводить из города в город. Можно сказать, я 4 года города объездила, меня все спрашивают, у тебя муж военный? Я говорю, нет. Он не военный, а действительно просто жизнь заставила, при СССР так готовили кадры. И в конечном итоге получается так, что я как врач, работав, уже не работала. Была раньше карьера должностная, или мы говорим рост карьеры по лестнице. Вот по этой лестнице я и шла. В сущности, можно сказать, заведующей отделением стала, потом, значит, стала замом по лечебной работе и главного врача, потом стала главным врачом. То есть я хочу сказать, что вот это вот постепенно, это именно карьера лестничного характера, практического врача. Вот у Дания Каримовны, я хочу сказать, что Фаизовны Каримовой, у нее идет по научной линии направление врача. Поэтому я хочу сказать, вот сегодня, если мы говорим о карьере врача, так и подумайте. Есть практическая линия, есть научная линия. Она в основном как учебного фактора, и имеется в виду подготовительная, как преподавательская должность в основном. А у меня чисто врачебная. Я на сегодняшний день заслуженный врач тоже Российской Федерации, нам приблизительно в одно и то же время дали. Я работала главным врачом Центральной поликлиники Минздрава, где было 800 работающих, 400 из них врачей, там сестер, санитарок и так далее. Обслуживали мы всю Москву. Эта поликлиника была закрытого типа в свое время. Потом ее открыли. Это была поликлиника для ученых. Ее организовали в 22 году для того, чтобы наши ученые не убегали за границу. Для них создавали дом ученых, поликлиника для ученых. Старались как бы всех ученых не отпускать. Но тем не менее все ученые бежали за границу, и теперь они там делали науку. Все страны растут, а Россия потихонечку деградирует. И я сегодня пришла только для того, чтобы сказать, молодежь, выбирайте профессиональное направление. Бывает карьера переменчивая. Вот у меня получилась она переменчивая. Почему? Потому что я вроде начала практическую деятельность. Потом, когда нас перевели, мне сказали, открывайте медучилище. Я работала директором медучилища. Выпуск делал 25 лет, это училище работало. Но я-то уехала через 3 года. И нас перевели сюда уже в последующем в Москву. И да, еще я преподавателем была в Тюменском мединституте, потому что нас в Тюмень перевели. То есть я хочу сказать, вот переменчиво. У меня получилось, я и преподавала, я и практическую деятельность была и так далее. Но фактически врач высшей квалификационной категории по терапии. Теперь, значит, по семейной медицине. Я стояла у истоков создания семейной медицины. Игорь Николаевич Денисов создал эту кафедру семейной медицины. Когда СССР развалился, он министр здравоохранения был, Денисов, если вы помните. И в конечном итоге он едет в Америку, оттуда привозят все документацию и так далее, и здесь открываем кафедру семейной медицины. Куда ее садить? Так вот, эту центральную поликлинику, где Рим Шарифовна работает главным врачом. И открываем эту кафедру. Я становлюсь доцентом, он завкафедры, я доцент, то есть в первичном звене, вот мы как бы у истоков создания, 92-й год это был. Так у меня получается, я и преподаватель, я и директор, я и главный врач, я и то, все 5-е, 10-е, фактически я свою профессию врачебную потеряла. Я не кардиолог, я не терапевт, я не иглодефект, а хотя везде по всем этим профессиям у меня подготовка есть. То есть вот я и хочу сказать, хотите быть уважаемым врачом практического направления, растите устойчиво. Хотите пойти по научной линии, пожалуйста, весь пример. Потолок, все регалии и так далее. А у практического врача регалии врач с высшей категорией, кандидатская может быть, и дальше докторская может быть, но это уже научная часть получается. А по практической линии ты потолок, главный врач и заслуженный врач, народный врач. Вот
такие вот моменты. Я вот и хочу сказать, сегодня вот только пришла для того, чтобы с вами поговорить, чтобы вы знали, куда конкретно идти. Если вы пошли по урологии, вот я смотрю, начинаем мы терапию, потом я кардиологию, товарищ на иглорефлексотерапию. Раньше, чтобы пойти на иглорефлексотерапию, я в свое время очень сильно хотела. Надо было бы выбрать профессию не терапевта, а не невролога только. Только невролог готовился на иглорефлексотерапию. А сейчас и терапевт становится иглорефлексотерапевтом. Я еще хочу сказать, что момент такой, смотря в какой системе этот специалист живет. Меня, например, при СССР диктовали. Мне приходилось идти за мужем. Мужа переводят, ему готовый стул. А мне нет. Я иду, добиваюсь, мне переводом увольняют, но тем не менее куда-то идти надо, найти себе место, кем работать. То получается, что я преподаватель, например, Тюменского мединститута, приезжаю, а там института нет. И так я открываю медицинское училище и становлюсь хозяйственником, а не врачом уже. Вы меня понимаете, к чему разговор я веду? Поэтому вот в таких случаях получается, я и заслуженный, я и все, да, но в душе удовлетворенности как врача нет у меня. Поэтому я вот специально пришла вам сказать, не прыгайте. Выбирайте профессию, которая вам нравится, и растите по ней на высшую категорию и так далее, кандидатскую, докторскую и так далее. Пожалуйста, пишите статьи, занимайтесь этим вопросом. Но у меня, если еще так почитать, сегодня я приглашала с собой еще одного товарища, которому я помогла быть урологом. Здесь он в Москве является экспертом по урологии. Но, закончив, вырос, докторскую сделал, кандидатскую сделал, эксперт и все прочее. Только одно говорит. Вот я всего достиг, чего хотел. Но счастья я не нашел. И подумайте, если вы один человек, но вы всю жизнь одни жить не будете. У вас есть семья, у вас есть дети. Значит, соответственно, вы должны хорошо подумать, как вам жить, как совмещать это. Чаще всего женщины идут за мужьями, другого выхода нет. Вот я лично только как за ним, и поэтому прыгать пришлось, и у меня получилось кадр, то есть моя карьера была переменчивая. Но все равно в жизни чего-то достигла, постаралась, но зато хочу сказать одно. Детей растить мало времени уделяла. Иногда мне дочь младшая говорит, а тебе все некогда было. Вот я и хочу сказать, не забывайте, что за вашей спиной еще есть семья. Это тоже очень важно. Если жена и муж идут по одной профессии, или хотя бы сказать по одной, ну, да, по одной профессии, но по разным специальностям, все равно это легче жить, понимаете? А у меня получилось, что муж, как говорится, технарь, а я врач. Понятно? Он директор завода, он замминистра, он и то 5-10 по автомобильной промышленности. А я, как говорится, он мне и говорит, увольняйся, сиди дома. Вот женская доля. Поэтому в семье, я хочу сказать, что находите общий язык, если два медика, или пусть даже не медики сошлись. Это тоже важно в жизни. Ничего нельзя терять. Надо и семью сохранить, и надо, чтобы семья была цельная. А чаще всего женщины, которые идут по карьере, по своей лестнице, чаще всего теряют семью, мужа. И остается одна, но она не пропадает. Она еще дальше идет, как ей надо. Карьеру добивает, удовольствие получает. А в конечном итоге, когда уже приходит, как говорится, старость, она говорит, а я недовольна своей жизнью. Я несчастлива, потому что мужа нет, дети выросли, разбежались кто куда, разлетелись. И получается, что этот человек уже, как говорится, в одиночестве начинает раздумывать, где же он допустил ошибку. А вернуть нельзя. А вернуть уже нельзя. А вернуть нет уже, ничего невозможно. Поэтому еще вот, например, я хотела заодно сказать, что в таких случаях, конечно, вот очень приятно бывает, когда идет семейные традиции. И легче пробиваться, и легче, как говорится, жить. Семья, мать врач,
отец врач, достигают чего-то там. Она, например, и он, они делают кандидатскую, академик. Ну, возьмем, к примеру, любой, вот, и Учазова семья, и все прочее. Жена академик, он сам академик, все прочее. Свои там места потом, как говорится, делят, да, посты и должности. Это понятно, что. Ну, а дети идут по им стопам, уже этим детям намного легче добиваться соответствующей карьеры. Но не надо, только хочу сказать одно, не прыгайте. Ищите по своей профессии повышение до самого конца. Еще неизвестно завтра, какая система жизни будет. При СССР была одна система, когда кадры, мы не могли отказываться. Нас говорили, или выложи партийный билет, или иди работать. Так что сегодня, конечно, полная свобода. Поэтому не допускайте ошибки. Только вот в этом, для того, чтобы вам это сказать, я и пришла. Спасибо вам большое.